Далее смотрите обзор экономических, мировых и других событий. Начнем с официального курса валют на сегодня. По информации Центробанка России, доллар сегодня отыграл вчерашние потери. Цена $1 – 72 рубля 76 копеек. Евро остановился на отметке 84 рубля 88 копеек. Покупает американскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 72,65. Продает доллар США по лучшей цене Алмаз Эргиен банк за 73,05. Лучший курс покупки евро сегодня тоже у Алмаз Эргиен банка 84 рубля 30 копеек. Продает европейскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 84 рубля и 77 копеек. Президент России Владимир Путин вышел из самоизоляции и в среду встретится со своим турецким коллегой Раджепом Эрдоганом. Подробнее расскажет Анастасия Дмитриева. Благодаря новому газопроводу «Турецкий поток» Анкара чувствует себя уверенно и стабильно в период высоких цен на газ на мировом рынке, сказал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Раджепом Эрдоганом. Переговоры прошли в Сочи и продлились 2 часа 45 минут. И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно. Турецкий президент, в свою очередь, выразил благодарность Москве за помощь в борьбе с пожарами в его стране. Он отметил и увеличение турпотока из России. Путин подтвердил, что показатели еще далеки от докоронавирусных 2019 года, когда в Турции отдохнули 6 миллионов 800 тысяч россиян. Но все же есть признаки восстановления. В этом году на турецком побережье побывали 2,5 миллиона граждан России, что на миллион больше, чем годом ранее. Российский президент отметил успехи в сотрудничестве в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. После завершения переговоров президенты коснулись темы коронавируса. Вышедший из самоизоляции Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели 30 человек, потому что поздно сделали повторную прививку. Он посоветовал турецкому коллеге сделать это вовремя спутником ВИ. Эрдоган ответил, что уже ревакцинировался. Перспективы инноваций наземного транспорта в условиях деградации многолетней мерзлоты обсуждают эксперты в ходе Международного Северного форума. Еще в 2013 году были обозначены проблемы, в том числе и погодные условия, из-за которых практически сорвался северный завоз и важный груз остался в Нижнеянске. Сейчас Высший инженерный совет обозначает целью эксплуатацию вездеходной спецтехники КАМАЗ-Арктика. Снегоболотный паром и арктический автобус способны выдержать экстремальные температуры в минус 60 и предельные в минус 70 градусов. Первые шаги по использованию уже совершены. В 2019 году появился ГОСТ, а в начале сентября этого года транспорт представили на учениях МЧС России. Сейчас необходимо привести в порядок ряд нормативных актов и технических регламентов. Мы практически начали возрождать ту практику, которая была в позднесоветское время в рамках техника Севера, когда наши перевозчики, эксплуатационники Севера привлекались к разработке техники, потом участвовали в доводочных испытаниях привозчиков. Сейчас у нас завершился первый год доводочных испытаний КАМАЗ-Арктики, еще один год предстоит. Ну и думаю, через год-полтора у нас появится техника, которая имеет официальный, допуск для эксплуатации при температурах минус 60 и предельной температуре до минус 70. Первую в стране коммерческую сеть 5G Ready построили на месторождении Нежданинское в Тампонском районе. В беспроводную сеть интегрировали различные производственные системы, диспетчеризация открытых горных работ, позиционирование и управление эскаваторами, буровыми станками, системами мониторинга удаленного оборудования. На следующих этапах проекта на месторождении планируют реализовать систему диспетчерской радиосвязи на базе технологии MCPTT. Поверх развернутой сети LTE и интегрировать ее с внутренней телефонной сетью предприятия. На подземном руднике «Удачный» готовится к плановому ремонту. Начнется он 12 октября и продлится 10 дней. Такие сроки ставят себе горняки. За это время здесь отремонтируют дробильно-конвейерный комплекс, конвейерную ленту, шахтные подъемные установки. В период ремонта добыча остановится лишь на 2 суток. В остальное время предприятие будет работать с уменьшенной нагрузкой. В этом году на руднике имени Федора Андреева планируют добыть 4 миллиона 500 тысяч тонн руды.
своевременный ремонт узлов позволит повысить надежность оборудования. Следует отметить, что я указал период с 12 по 22 октября, но опять-таки амбициозной задачей или неотъемлемой составляющей именно работы команды в целом нашего рудника – это сократить этот период простоя, то есть амбициозная цель – 8 дней. Тем временем коллектив подземного рудника «Удачный» гордится своими профессионалами. Средний возраст работников – 40 лет. Кто-то трудится в «Алроса» не один десяток, кто-то совсем недавно переступил порог крупнейшей компании в России. Но уже сейчас гордятся тем, что стали работниками «Алроса». Об одном из таких специалистов смотрите в сюжете далее. Сердце предприятия – так называют энергетический комплекс рудника имени Федора Андреева. Энергетики знают, когда и сколько подать в шахту необходимого воздуха, как обеспечить стабильную работу всего оборудования. Руководит этой службой Сергей Моисеев. Он в «Алроса» всего полгода, но уже гордится, что трудится именно здесь. Компания мощная, развивается, оборудование, которое здесь применяется, и техника. Я за 30 лет работы в промышленности, угольной промышленности, приехал я из Донбасса. Я такой техники даже не подозревал, что она может быть. 30 лет связывают Сергея с этой профессией. На первый взгляд опасная и скучная работа стала для него смыслом жизни. Считает, что трудовые будни отличаются друг от друга. Каждый день узнает что-то новое. С интересом рассказывает начинающим сотрудникам об устройствах энергетического комплекса и как действовать в случае непредвиденных ситуаций. Если тут у тебя не светится, пропало напряжение, ты запускаешь аварийный источник питания, тебе необходимо, во-первых, эту ячейку выключить и выкатить, но не заземлять. Спокойный, рассудительный, внимательный. Коллеги всегда следуют его советам. Ну а если что-то пошло не так, вместе решают проблемы. Получается, с Сергеем работаем недавно, но уже сработались. Специалист он хороший, компетентный. Если что-то не так, он всегда объяснит и поможет. К коллегам к нам относятся уважительно. Сергей считает, стать профессионалом в этой области может не каждый. Больше она подходит меланхоликам. Именно с этим типом характера человек способен адекватно и правильно действовать в непредвиденных ситуациях. Таков и сам Сергей Моисеев. Немногословный, отвечает на вопросы коротко, четко раздает задания и спокойно, а самое главное – грамотно руководит всем процессом. Олеся Васева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Сегодня, в четверг, 30 сентября, Управление газораспределительных сетей АО «Саха-Транснефтегаз» проводит работы по консервации газопровода высокого давления диаметром 300 мм под автострадой на улице 50 лет октября. Горожан и гостей столицы просят быть бдительными в районе торгового центра «Ураса Молл». Ранее, в августе этого года, на данном участке была обнаружена утечка газа, которую оперативно устранили. Сегодня же проводятся пневматические испытания газопровода. В Якутске на проспекте Ленина завершается первая фаза работ по капитальному ремонту. Сообщается, что городской канализационный коллектор номер 1, находящийся под землей, отремонтирован на 90%. После этого будет дан старт второй фазе, работы которой пройдут снаружи. В этом году будет проведено устройство земляного полотна первого этапа от улицы Кулаковского до улицы Сдержинского. Планируется, что данный участок будет полностью готов в конце сентября следующего года. В период работы движение транспорта будет частично ограничено. Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина является самым масштабным проектом в городе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Полностью ремонт улицы будет завершен в 2023 году. Мы планируем перекрывать по полосам, чтобы в любом случае движение оставалось, но оно будет, конечно, ограничено для того, чтобы сократить количество транспорта на проспекте Ленина. Будем уводить части маршрутных автобусов на параллельные улицы Ярославского и Орджоникидзе. Именно с этой целью были в прошлом году отремонтирована улица Орджоникидзе. Там были сделаны автобусные карманы, заезды, чтобы можно было запустить автобусы по улице Орджоникидзе.
В Мирнинском управлении автомобильных дорог тем временем готовят технику, которая будет пробивать зимнюю трассу с Усть-Кута до Алмазного региона. В ремонтных мастерских зимнику готовят 2 гусеничных бульдозера. Сотрудники осматривают технику, ремонтируют двигатели, меняют ходовые части. Важно проверить каждую деталь. Путь предстоит долгий. Прежде чем техника начнет обслуживать зимник, ее нужно доставить на тралах до Ленска, затем с Ленска на баржах по реке ее отвезут до Усть-Кута. Чтобы полностью привести зимник в порядок, понадобится 5 единиц техники. Это самый длинный путь для бульдозеров вообще в МУАДе. Значит, то есть эти бульдозера, вот, которые со стороны юга, с Усть-Кута приходят, проходят 700 километров ежегодно своим ходом по дороге. И не просто проходят, они именно реставрируют дорогу. Все размывы, колею срезают именно ножами и рыхлителями. Как только зимняя трасса будет готова, по ней повезут груз для подразделений «Алроса». Срок открытия усть-кутского зимника зависит от погоды. В прошлом году перевозки с Усть-Кута начались 22 декабря. Навигация для пассажирских судов на Лени в Ленском районе завершится 15 октября. Несмотря на минусовую температуру, обильные осадки, туманы, теплоход Полесье все еще везет перевозки по маршрутам Ленск-Витим и Ленск-Алекминск. Для жителей отдаленных населенных пунктов Ленского района это единственный транспорт, на котором можно выбраться в райцентр. Подробности у Анны Кожевниковой. Полесье, Ленск, Витим в летний период единственный способ добраться до таких отдаленных населенных пунктов Ленского района, как Хамра, Пеледу, Витим и заречного села Ярославский. Владимир Антипин, житель алмазной столицы республики, приезжает в гости к детям в Пеледу нечасто и отдает предпочтение водному транспорту. Закончится Полесье на чем? Самолеты вот начнут как только ходить и все, больше никак. А самолеты тоже месяц. И все, опять закончится, пока зимник не откроют. Вот и все проблемы. Обещали что-то круглогодичное, но а осень не там. Кто-то едет в гости, кто-то домой, а кто-то и по делам. Часто вы ездите? Нет, не часто. А вы куда едете? Пеледу. Угу. По работе здесь? По работе. Как считаете, удобно ли, что вот водный транспорт есть? Ну, если другого нет, то, конечно. За неимением лучше. Дорогой билет? Нет. Вот уже который год подряд билеты на Полесье по маршрутам внутри района субсидируют из бюджета районной администрации. Благодаря чему билет стоит дешевле более чем в половину. В этом году было выделено свыше 15 миллионов рублей на эти цели. Стоимость билета составляет для жителей Ленского района, имеющих регистрацию постоянную и временную, порядка 1800 рублей по направлению Ленск-Витим. В общем, мы планируем сделать в этом году 143 субсидированных рейса. Завершить навигацию планируют 15 октября. Несмотря на капризы погоды, судно отправляется в рейс каждый день. Пассажирам беспокоиться нечего. Капитан теплохода Полесье-112 – настоящий морской волк. За его плечами почти 50 лет работы в речном флоте, 25 навигаций именно на этом судне. Ему не страшны никакие погодные условия, даже форс-мажоры. В этом году дым из-за лесных пожаров стал препятствием для судоходства на Лени. Дым, туманы. Работаем почти без выходных. Делали специалисты на Якутск. Сысаху вывозили, вахты возили. То есть помимо пассажирских вот таких перевозок у вас еще? У нас 2 линии на теплохода. Ленская и Алекминская. И вот мы 4 месяца практически без выходных работаем. Пассажирский водный транспорт, как и грузовые судна, завершают навигацию на Лени буквально вслед за Шугой. На сопках уже лежит снег, а Полесье между Ленском и Витимом, Ленском и Алекминском все еще курсирует. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Лава из вулкана на испанском острове Ла-Пальма достигла моря. Это грозит взрывами и выбросами токсичных газов. Подробности далее. Дома на острове Пальма, где уже больше недели извергается вулкан, окутаны дымом. Лава достигла моря. Этого серьезно опасались региональные власти. Официальные лица заявляют, что соприкосновение раскаленной вулканической массы с водой может вызвать взрывы и выброс токсичных газов. Региональная служба по чрезвычайным ситуациям призвала тех, кто находится на открытом воздухе, немедленно найти безопасное место для укрытия. Пока сообщение о пострадавших не поступало.
Первые кадры столкновения двух стихий попали на видео. Вот ночные съемки агентства Рейтер. А это запись, снятая с одного из патрульных катеров. Лава уже разрушила почти 600 домов и выжгла банановые плантации. Тысячи людей эвакуированы, а 3 прибрежные деревни оказались заблокированы. Во вторник власти Испании объявили Пальму зоной бедствия. На восстановление острова выделят федеральные средства. Первый пакет в размере 10,5 миллионов евро пойдет на восстановление домов, покупку мебели и предметов первой необходимости. Румынские водители грузовиков готовы поработать в Британии. Правительство Соединенного Королевства пообещало выдать 5000 рабочих виз иностранцам, чтобы хотя бы частично восполнить дефицит рабочей силы, вызванный топливным кризисом и длинными очередями к КЗС. Специалисты из Румынии считают британское предложение о временной занятости вполне привлекательным, особенно в связи с ростом налогов. Растянувшиеся на мили очереди к автозаправочным станциям стали привычной картиной в Лондоне и других городах Британии. Правительство обещает восстановить поставки топлива в необходимых потребителям объемах, но этому мешает нехватка 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей, в том числе бензовозов. Есть два, по крайней мере, временных выхода из положения – привлечь военных и пригласить иностранцев. То и другое уже почти сделано. Солдаты сядут за руль гражданских заправщиков в ближайшие дни. Британские власти предложили 5000 краткосрочных рабочих виз водителям из стран Евросоюза. Дальнобойщики в Бухаресте проводят акцию протеста против роста налогов и повышения страховых тарифов. Фискальная служба признала дневной заработок водителей налогооблагаемым доходом и добивается от них возврата недоимки. На каждого в среднем приходится по 90 тысяч евро. Обещанные в Британии деньги в глазах румынских специалистов выглядят вполне привлекательно, говорит Габриэль Базга, чей младший друг уже готов отправиться на острова. Сам он тоже рассматривает такую перспективу, хотя слышал, что на оформление документов может уйти месяц. Вот я и думаю, что 1000 фунтов в неделю – хорошие деньги. Николай готов последовать его примеру. Заработки там куда выше. Если румынское государство не дает нам работать, мы уедем. Есть и противоположная точка зрения. И он, чешец, успел уже покрутить баранку по ту сторону Ла-Манша и не горит желанием попасть туда снова. Они очень холодные люди. Британцы они такие. Предваряя акцию протеста водителей, правящая либеральная партия Румынии пообещала добиться отмены возврата недоплаченных налогов, но этому могут воспротивиться другие фракции парламента. Amazon представила робота Astra, устройство, явно вдохновленное образами из массовой культуры, тем же Валли. И функция у такого робота схожая – помощь по дому. Однако у журналистов возникли сомнения в его безопасности и качестве. Никита Конев с подробностями. Amazon во вторник показал нового домашнего робота Astra. Устройство, похожее на собаку, будет раскатывать по дому, составлять распорядок дня и напоминать о планах. Он может как развлекать, например, если вы попросите его сыграть любимый трек или сделать селфи, так и выполнять вполне серьезные функции. Например, вести видеонаблюдение за домом, проверять комнаты и сообщать, если кто-то посторонний проникнет в квартиру. Новый гаджет обойдется в без малого $1500 США. Однако американские издания беспокоятся о безопасности. В сети появились внутренние документы Amazon, в которых новинку называют катастрофой. Как удалось выяснить Vice, Astra может следить за владельцем. Кроме того, инженеры, ответственные за его разработку, считают, что он просто недоделан и вряд ли будет окончательно готов к старту продаж, да и устройство слишком хрупкое для его цены. Компания уверяет, что эти данные неточные, а робот прошел все необходимые тщательные тесты. Мужчина по имени Гэри из Калифорнии не смог сдержать слез, когда полицейский Анхель Андреас привел его собаку, пропавшую несколько дней назад. Подробности трогательной картины озвучит Сергей Берец. Есть моменты, ради которых мы живем. Пост такого содержания опубликован на странице в Facebook полицейского управления города Уотсонвиль в Калифорнии.
Поводом стало благополучное воссоединение местного жителя Гэри с его доберманом по кличке Эрроу. Собака пропала на прошлой неделе. 3 дня, пока пса не было с ним, показались Гэри самыми горькими в его жизни. Получив сигнал о пропаже, офицер Анхель Эрнандес, который недавно служит в Уотсонвилле, решил во что бы то ни стало найти собаку. Он увидел, как некая женщина ведет животное к себе. Финал истории оказался счастливым для Гэри и его питомца. Когда Эрнандес привел Эрроу домой, хозяин прослезился от полноты чувств. Возвращаемся в столицу нашей республики. Центр «Мой бизнес» предлагает самозанятым бесплатно провести фото- или видеосессию их продукции. А снять можно 10 товаров. Включена в услугу и художественная ретушь, обработка фотографий и видео на выбор самозанятого. Подробнее об инициативе расскажет Саргалана Неустроева. Она прямо сейчас выходит с нами на прямую связь. Саргалана, приветствую. Расскажи, что необходимо сделать, чтобы принять участие в данном проекте. Валерия, приветствую. Надо сказать, что фото и видео съемка рекламная входит в целый комплекс услуг, который Центр «Мой бизнес» оказывает малому и среднему предпринимательству и самозанятым еще с лета этого года. Сейчас мы находимся в фотостудии творческой платформы «Пространство». Сейчас с минуты на минуту фотографы начнут съемку как раз самозанятых. Вот сейчас подготавливают студию, вы можете видеть на своих экранах. Такая небольшая белая, полностью белая студия, предназначенная для как раз предметных съемок. И по словам представителей фотостудии, фотографы уже очень долгое время сотрудничают вместе с индивидуальными предпринимателями. В принципе, для них подобные рекламные предметные съемки – это уже не новшество, достаточно опытная студия в этом плане. Ну, а подробнее о том, что же необходимо сделать самозанятым для получения данного вида услуг, нам расскажет представитель Центра «Мой бизнес». Здравствуйте. Здравствуйте. В этом году мы запустили ряд мер поддержки для предпринимателей нашей республики. И можно разделить 3 категории. То есть поддержка самозанятых, предакселерационная программа и акселерация. Поддержка самозанятых – это мера поддержки, которая предназначена для физических лиц, которые находятся на налоге на профессиональный доход и которые ведут и зарегистрированы на территории Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день для них разработаны 4 меры поддержки. Это разработка бизнес-плана, разработка рекламно-полиграфической продукции и упаковка, а также сопровождение для того, чтобы самозанятые участвовали в электронных участвовали для торговли, да, то есть площадка, да, и это включает в себя, значит, фото, видео, фотосессии и фото, получается. И третье, то есть четвертое, это участие в выставке ярмарки народно-художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2021». Для того, чтобы подать документы, самозанятые обращаются прямо с сегодняшнего дня, незамедлительно могут обратиться в Центр «Мой бизнес». В городе Якутске мы находимся по адресу Кирова, 18, блок Б, 1 этаж, а также для того, чтобы как подать документы и так далее, где смотреть, они могут обратиться на нашу горячую линию 8 800 100 ровно 58 80, а также всю информацию по перечню документов могут посмотреть на портале v14.ru. Ну, помимо этого, еще у нас есть, вот как я ранее говорила, да, уже вот выше говорила, что есть предакселерация. Здесь могут участвовать абсолютно все предприниматели, то есть она для всех предпринимателей, но она будет очень полезна именно для предприниматели, которые только начинают свой бизнес, для развития своего бизнеса. Туда входит 3 меры поддержки. Это СММ-продвижение, разработка бизнес-плана и разработка технико-экономического обоснования. А также у нас третье мероприятие, третья поддержка у нас называется акселерация. Акселерация в себя включает меры поддержки, комплексные услуги. Комплексные услуги – это когда предприниматель может получить
услугу. То есть на сегодняшний день разработаны 13 тоже комплексных услуг. Идет прием заявок на сегодняшний день по 13 направлениям. Это защита прав предпринимателя, разработка брендбука, разработка бизнес-плана, разработка сайта, участие в выставках, ярмарках по всей территории Российской Федерации, разработка, значит, участие в выставках, ярмарках, повторюсь, да, и еще у нас идет сопровождение или участие в тендерах, что предприниматели участвовали, да, а также продвижение, обучение именно по линии франчайзинга, ну и идет, значит, сопровождение именно проектов для того, чтобы получили финансовую помощь предприниматели. Ну, со всеми этими комплексными услугами они могут обратиться к нам, мой бизнес. Мы находимся, очно могут прийти, проконсультироваться и сразу на месте подать заявку. Вся информация у нас висит на нашем портале малого и среднего предпринимательства, портал b14.ru. А электронно подать заявку можно? Да, электронно заявку можно подать. На нашем портале указана наша электронная почта mb14mail.ru. А как быстро вообще обрабатываются заявки? Как быстро предприниматель может получить ответ? Все заявки, которые к нам поступают, обязательно проходят регистрацию и проходят скоринговую проверку. То есть они проходят скоринговую проверку по всем услугам, которые они подали, и, конечно же, сразу выходят на связь с предпринимателем, и отправляют уведомление о том, что им одобрена данная услуга. Спасибо. Ну, вот такие меры поддержки оказывает Центр «Мой бизнес». Как мы все знаем, в прошлом году якутское предпринимательство значительно пострадало от ограничений. И вот, наконец, меры начинают работать. В этом году уже появилось большое количество самозанятых. Подробнее же обо всем этом вы услышите в следующих выпусках новостях. Ну, а к этому часу у меня все. Валерия. Благодарю Саргалана за подробную информацию. Но я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева. В селе Талун Ленского района открыли новую школу. Событие для всех жителей Наслега стало значимым, так как его ждали 25 лет. Школа рассчитана на 50 мест, плюс к этому 15 мест детского сада и 15 мест интерната. Большую часть финансирования взяла на себя районная администрация. Это 254 миллиона рублей. Школа оснащена современным оборудованием, техникой и мебелью. Сегодня в сельской школе обучаются 47 учеников и 11 детей посещают детский сад. В Якутске в рамках проекта «Мой двор» продолжается работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Планируется, что до конца текущего года будет обновлено 15 столичных дворов. Сюжет Власия Сергеева. В текущем году было отремонтировано 6 дворов. Еще на 9 объектах работы завершены на 90%. Эти дворы будут сданы в следующем месяце, когда будут смонтированы малые архитектурные элементы. Отметим, что данный проект реализуется при поддержке главы республики. Мы планировали там порядка 40 дворов, 45 дворов в течение 3 лет. Но вот благодаря поддержке Александра Сергеевича программа расширилась. И сегодня уже мы говорим о 300 дворах в течение 10 лет. Сам проект направлен на то, чтобы довести уровень благоустройства города Якутска до значения такого, что люди бы были довольны тем, что проживают в городе. Благоустройство объектов в рамках проекта «Мой двор» включает в себя работы по укладке асфальтобетонного покрытия и тротуара, установке ограждения, а также возведению современных детских площадок. В облагораживании дворов активное участие приняли и представители управ и управляющих компаний. Работы, которые не были предусмотренным контрактом, допустим, обновление фасада, обновление подъездов, ограждения, они приходили, сами покрасили, но мы выделяли им материальную помощь в виде материалов. 6 современных детских площадок, оборудованные мягким покрытием и безопасными игровыми элементами, уже принимают довольных посетителей. Ну, по сравнению с другими, она лучше. Вот сразу видно, что есть покрытие хорошее, ну и более безопасное. Раньше здесь была старая площадка. Вообще здесь было просто невозможно себе играть.
На благоустройство 15 дворовых территорий будет потрачено 150 миллионов рублей. В следующем году планируется провести ремонтные работы в 45 дворах. Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. Ну а не двор, а благоустроенный сквер для отдыха и занятия спортом появится в Ньюи. Наслег принял участие в конкурсе по отбору проектов благоустройства общественных территорий и в числе 11 улусов вошел в список получателей субсидий. Проект уже готов и прошел госэкспертизу. В 2022 году начнется строительство. Сквер появится на пересечении главных улиц села. Это Центральная, Октябрьская и Школьная. Согласно проекту, там появится зона отдыха, воркаут, соответственно, уличные тренажеры и спортивная площадка. Небольшая аллея с колоннами, на которых будет размещена информация об истории села, и столб, символизирующий Якутско-Иркутский тракт. В летний период по реке Ньюи осуществляются туристические сплавы. Их участники смогут остановиться и ознакомиться с историей одного из населенных пунктов республики. В этом году мы выиграли конкурс в программе «Городская комфортная среда». Это федеральный бюджет, и мы выиграли 10 миллионов. Для этого, чтобы выиграть, нужно софинансирование с района. И районная администрация выделила 5 миллионов 157 тысяч рублей. И поэтому в конце этого года определится подрядчик. Немного новостей спорта. Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будут продавать только жителям материкового Китая. Их будут продавать зрителям, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Конкретные требования к этим мерам обсуждаются и разрабатываются. Также все атлеты и участники игр, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, по прибытии будут направлены в пузырь. Непривитые участники игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Дела спортсменов, которые предоставят обоснованное медицинское освобождение, рассмотрят отдельно. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. И напомним, что недавние летние Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей. В Якутске есть одна довольно редкая и интересная профессия. Называется она инспектор манежа или шпрехшталмейстер. Все подробности далее. Как я прихожу на работу? Меня слышно вот оттуда, да, допустим. В этом цирке я работаю со дня его основания. Но если сказать, со дня даже не образования цирка, а как закончили эстрадно-цирковое училище в городе Москве. Все думают, что за профессия у Виктории Геннадьевны. Она выходит красиво, нарядная, провела программу и на этом все ушла. Нет, это очень более глубокая, объемная профессия, поэтому если меня кто-то в будущем будет заменять, этот человек должен быть из сферы, именно цирковой сферы, которая в этой кухне вертелся. Кухня, знаешь, артистов всех от и до, знаешь, какие аппараты прибыли, что нам нужно заказать, что нам нужно заменить. Цирковое искусство связано с большими рисками, с большими, могут быть и травмы, потому что это искусство таких, которые безбашенных, можно сказать, людей, да? Моя профессия обязывает, значит, чтобы репетиции проходили своевременно, артисты были в форме, артисты могли в любое время выйти, выступить, сделать свой трюк. А когда на манеже работаешь как ведущий, ты должен, вот я как говорю, 4 глаза иметь. Если я выхожу, смотрю, в это время уже готовится, натягивается, допустим, цирковой аппарат. Пушка светит на меня, я говорю, быстренько отвлекаю, краем глаза увидела, они готовы в темноте, я уже чувствую, да, допустим, все, я их объявляю, и музыка, и уже кто-то откуда-то вылетает, кто-то откуда-то выскакивает, и начинается наше представление. Прекрасным принцем Мария Щелкунчик. Курьезных случаев у нас
Бывают они, очень часто бывает. Был такой случай. Выходят девчонки с балета, такие красивые. Ну, одна девушка у нас так вышла, да. Но это было все. И это остановить процесс невозможно, потому что уже идет, уже выступление идет, зрители сидят. Она выходит, а у нее это все наперекосяк. Вы знаете же, балет у нас почти, костюмы, вы сами знаете, открытые костюмы, да? Ну а что делать? Мы же не можем остановить это всего. Уже шоу идет. Всякое бывает. Здесь привыкаешь душой и телом, как говорится. А мы в цирке. Все, которые вот сколько у нас артистов, все мы очень и очень любим наш цирк. Без цирка себя не представляю. Ну, что я могу делать без цирка? Нет. Двадцатидвухлетний Георгий Магаков занимается реставрацией автомобилей, возраст которых зачастую более 40 лет. Популярность парню принесла его новая работа, ставшая звездой в социальных сетях, полностью обтянутая коврами ВАЗ-2101. Молодой человек решил не обтягивать машину одним полотном. По его мнению, куда интереснее смотрится разнообразный орнамент, поэтому на создание так называемой ковролины было потрачено около 10 ковров. Покупал их Георгий через интернет. Поиск занял около 2 месяцев. А потом, когда начал все сопоставлять, «Жигули», «Копейка», ведь это реально советский стиль. После я начал думать, ковры, ведь это тоже прямая ассоциация с Советским Союзом. А если все это вместе скрестить, получится СССР, ковры, «Жигули». Все, вот он прямая ассоциация, и вот он стиль 3 в 1. По уходу на самом деле нет. Все боятся, что машина будет себя плохо вести во время дождя. Я ехал в Питер, все время под дождями. Машина вымокла вся. Дошло до того, что у нас уже в салоне оказалась вода. Вот. Но расход составил всего 10 литров, и по уходу я приехал в Питер, просто вот ее выбил, реально выбил, и все. Традиционно четверг – день премьер. О том, что посмотреть и куда сходить в столице, смотрите далее. Эдди, мы не прятаться должны, а жрать плохих людей! Спустя почти 3 года после премьеры первого фильма на экраны выходит сиквел студии Marvel, снятый по мотивам комикса «Веном». Действие в фильме происходит более чем через год после событий первой картины. Все это время журналист Энди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клейтуса Кассади, который по воле случая становится хозяином Карнажа, избегает из тюрьмы после неудавшейся казни. И так начинается противостояние 2 симбиотов и их хозяев. Все, пошел! Ты куда? Это ж Красный! Вернись немедленно. Потом можешь жрать кого угодно. Обещаешь? Да, клянусь! По рукам! Веном 2. С этого дня все и началось. Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти все время проводит за чтением и рисованием. Цунео – студент-океанолог, для которого учеба на первом месте. Их знакомство и дружба начинает менять взгляды на жизнь. Их встреча станет судьбоносной для обоих, ведь исполнит самое заветное желание. Я счастлива. Спасибо. Ее заветное желание. Детали этого фильма долгое время держались в секрете и не раскрывались вплоть до премьеры. Главная героиня Алекса, которая в детстве пережила автомобильную аварию, и теперь у нее в голове титановая пластина. Повзрослев, Алекса работает стриптизершей и часто испытывает неконтролируемые приступы гнева и желание убивать. Мы не медведи, не медведи. Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант на дне бутылки. Заинтересовать молодежь книгами задача не из самых простых, но это еще полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения – вот это настоящий вызов. Ты окончательно утянешь издательство ко дну. Вот черт, ты сдурела.
Ну и в завершение выпуска информация о погоде. Сегодня ранним утром в Якутске выпал первый снег. Днем, по данным сайта Якутского гидрометцентра, в столице республики также ожидаются осадки. По предварительным прогнозам синоптиков, 1 и 2 октября в центральных районах Якутии ожидается ветреная погода с мокрым снегом, местами с дождем. Ночью возможно похолодание до -3 градусов, днем температура составит от 0 до +3. Республиканская ГИБДД призывает водителей заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, чтобы избежать аварий. Ну и что касаемо погоды сегодня в крупных городах региона. В Алдане продолжаются осадки, идет мокрый снег, температура воздуха -2 градуса. Вечером и ночью также снег -3 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Чуть южнее в Нерюнге картина похожая – снегопад. Днем -1, порывы северо-западного ветра достигают 12 метров в секунду. Вечером -3, ночью -4. На западе Якутии, в Ленске тоже холодно. Днем снег, температура воздуха +1. Вечером 0, ночью -2. Ветер стал слабее до 6 метров в секунду. В алмазной столице также пасмурно. В Мирном сегодня +3 днем, вечером -1. Западный ветер также от 2 до 6 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Но и в столице республики обещают осадки. Сегодня днем +4 градуса, вечером также. Ночью похолодает до +2, ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом пока вся информация. Спасибо, что ближайший час провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.